О проведении мероприятия информационно-профилактического характера в период отправки паломников для совершения хаджа в 2017 году на заседании доложил министр по внешним связям, национальной политики, печати и информации Улан Евлоев. Он отметил, что все организационные мероприятия по проведению этой кампании возложены на фирму «Иман Тур». Хадж-миссии России выделена квота для совершения паломничества жителями Республики Ингушетия в количестве 1400 мест. Фирма «Иман Тур» сформирована 3 варианта поездки в хадж, стоимость которых составляет: первый – это стандарт, вылет из аэропорта Магас в Медину, Саудовскую Аравию, и обратно из Джидды, Королевство Саудовской Аравии, аэропорт Магас. Проживание в гостинице Мекки, удаленность от мечети Аль-Харам 1000 метров до 3000 метров. Стоимость составляет $3100. Второй вариант – это эконом, вылет из аэропорта Магас в Медину, Королевство Саудовской Аравии, и обратно из Джидды, Саудовской Аравии, аэропорт Магас. Проживание в гостинице Мекки, удаленность от мечети Аль-Харам от 3000 до 5000 метров. Стоимость составляет $2600. Третий вариант – комбинированный перелет самолетом аэропорт Магас, Акаба, Иордания, далее переезд автобусом Акаба, Иордания, Медина, Королевство Саудовской Аравии, и Акаба, Иордания, Магас, Ингушетия. Проживание в гостинице Мекки, удаленность от мечети Аль-Харам от 3000 до 5000 метров. Стоимость $2200. Прием документов для совершения паломничества фирмой ведется в городе Назрань. На 19 мая текущего года принято 230 паломников, приняты документы. Проблем с оформлением заграничных паспортов паломников не имеется. Согласно информации фирмы «Иман Тур», в целях отбора гостиницы для проживания ингушских паломников в Мекке и Медине представителями фирмы осуществлен выезд в Саудовскую Аравию. По итогам проведенной работы определена гостиница в Мекке, удаленность от мечети Аль-Харам не более 2000 метров. Слайд номер 5. Заключен предварительный договор с авиакомпанией «Ютаир» на осуществление 4 чартерных рейсов из аэропорта Магас. Количество рейсов будет увеличено по мере формирования групп паломников. Глава республики поручил принять все необходимые меры для усиления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска при выезде за рубеж и возвращении паломников. Он также поручил ответственно подойти к выбору медиков и гидов, которые будут сопровождать каждую группу. Не наша вина, что там цены выше, тем более они не выше, чем в прошлом году или позапрошлом году. Так у нас получается по ценам. Да. Но здесь вопрос в чем стоит? Насколько вы организуете даже тем, кто поедет на хадж. Это тоже обратите очень серьезное внимание. И те, которые поедут, им организовать. Меня сейчас волнует вопрос, я не хотел раньше вот этого там дополнительно там какие-то другие вещи там. Один вариант, второй вариант, третий вариант. Почему? Потому что сложно все-таки отследить сейчас. 20 человек согласятся там через Иорданию там за $2400 там, да, нас или сколько там, поехать. Но надо же этих 20 человек сопроводить, а не просто их выпустить. Там надо именно старшего, сопровождающего. Что же там на республику нагрузка не в плане бюджета, а в плане ответственности какой-то. Тем более, там, ну не совсем безопасно это все делать. Но раз люди так хотят, надо это все тоже. Если даже 5 человек так поют, организуйте это все. Покажите это все. Пусть люди почувствуют, как это делать. Там максимально что можно сделать, потому что с другими субъектами мы там сравнили, у нас же не выше и не ниже, да, одинаково у всех. Одинаково у всех. Но и особо, там, посмотрите, и профилактику, и вакцину, и макет местности, как я говорил, и сопровождение. Полностью, в том числе и сопровождающие. Возьмите все на контроль, чтобы у нас без срыва это все мероприятие прошло. По вопросу состояния гражданской обороны с основным докладом выступил начальник МЧС России по Ингушетии Руслан Калоев. Он отметил, что в полном объеме откорректированы и уточнены планы гражданской обороны и защиты населения 67 министерств, ведомств и организаций республики. Главный спасатель Ингушетии уточнил, что в республике создан резерв материальных ресурсов. Управление действиями сил и средств гражданской обороны республики осуществляется с пункта постоянной дислокации. Это Центр управления в кризисных ситуациях, Главного управления, и подвижного пункта управления. Готовность органов управления и сил гражданской обороны к действиям в условиях военного времени, крупномасштабной чрезвычайной ситуации проверялась в ходе всероссийской командно-штабной учений с территориальными органами, федеральными органами исполнительной власти республики, а также местного управления и организаций.
Проведены они были в период с 17 по 19 апреля 2017 года. Всего в учениях от республики привлечено 2381 человек и 461 единица техники. В том числе от Главного управления 644 человека, 79 единиц техники. Одним из направлений по усовершенствованию гражданской обороны в республике является поддержание состояния постоянной готовности к использованию по предназначению защитных сооружений. По итогам, проведенным в 2016 году, инвентаризация защитных сооружений были подвергнуты во всех населенных пунктах. В республике имеется 168 заглубленных помещений, пригодных для укрытия населения, количество 192 657 человек. В июле-сентябре 2017 года запланированы мероприятия по проведению повторной дополнительной инвентаризации защитных сооружений в целях увеличения показателей по укрытию населения республики. В настоящее время на территории Республики Ингушетия отсутствуют традиционные химические и биологически опасные объекты, соответственно, обеспечение населения средствами индивидуальной защиты не требуется. Каждый человек должен знать перечень опасностей и угроз на территории проживания, обладать практическими навыками оказания самопомощи и первой доврачебной помощи, подчеркнул глава. Инузбек Евкуров считает, что профилактическую работу с населением надо проводить регулярно, а ответственным лицам оттачивать навыки работы в экстренной или чрезвычайной ситуации. Хадис Добриева, Хусейн Гагиев, Рамзан Ахильгов. Новости 24.